Мое сегодняшнее видео будет состоять из двух частей. Впрочем, я давно хотела об этом рассказать и поставить людей в известность. Все дело в том, что когда-то я родилась и выросла в республике Марий-Эл, откуда я, впрочем, уехала в возрасте 32 лет с 2 детьми, еще в далеком декабре 2002 года. Если вы желаете знать, почему я это сделала, то вот вам ссылка на это видео, и также я оставлю это видео в разделе комментарий. В далекие 80-е годы я закончила музыкальное училище по специальности баян. Потом я работала в сельской школе учителем музыки и одновременно занималась концертной деятельностью, а в частности эстрадным исполнительством в районе у себя и также в республике Марий-Эл. Так получилось, что, готовясь к одному республиканскому фестивалю, мне сказали, что в одной из аудиторий филармонии занимается другая Эльвира Попова. Я удивилась и поэтому решила лично познакомиться с ней. И когда я зашла в аудиторию, я увидела очень молодую и интересную девушку. И, поздоровавшись с ней, я спросила ее: «Это правда, что ты моя однофамилица и не только?» На что она ответила, что да, для меня это было удивительно. И тогда я еще ее спросила: «Ты еще мне скажи, что отца твоего зовут Геннадий?» Она говорит: «Да». Хотя хочу сразу еще раз уточнить, что Попова – это наши девичьи фамилии. Если же я в замужествах меняла фамилии, она же нет. И тогда в далеких 2000-х мы как бы выходили на сцену под разными фамилиями, и это не было проблемой. На момент нашего знакомства мне было 30, а ей всего 18, поэтому мое отношение к ней было как вот к младшей сестре. Уже тогда я была замужем и с 2 детьми, а она тогда училась на вокально-эстрадном отделении и готовилась стать профессиональной певицей со знанием всех азов вокального искусства. Я же этому никогда не училась, несмотря на то, что закончила музыкальное училище, но отделение народных инструментов по классу баян, пела в хоре. В общем, в вокальном искусстве я всегда варилась в собственном соку, чувствую как бы музыку, как мне моя душа подсказывает, и что я знала и училась, слушая мной любимых исполнителей. Но даже тогда нас путали, и люди, которые знали меня, поздравляли с успехом, который, в общем-то, принадлежал ей. Конечно, тогда я объясняла людям нашу разницу, потому что чужие лавры для меня чуждые. И даже был такой случай, что как-то ей пришлось услышать негативные слова, которые, в принципе, адресовались мне. Это случилось из-за моего старшего брата, который был в то время известным политиком. Хотя многие из моих родственников также удивлялись совпадению и гадали, не родственники ли мы. Мы лично знаем, что мы не родственники. Но, несмотря на это, мое отношение к ней, я повторюсь, всегда было очень доброе, как к родной младшей сестре. Несмотря на всю разницу, которая есть между нами во внешности, в характере, в манере исполнения песен, отношении к жизни и к людям, и еще многое, что вы можете увидеть и разглядеть, мы разные люди, пишущие свою личную историю жизни, разные художники, пишущие свои картины в этой жизни, которые используют при этом разные краски и цвета. И также, где каждая по-своему вносит свою лепту в историю и культуру своего
марийского народа. Вот для примера наши выступления на сцене. А впрочем, уехав из республики Мариэл, проблемы с путаницей на тот момент разрешились. Вот несколько наших фотографий тех годов. На первой фотографии это мы вместе. Я в белом плаще, а она стоит, прислонившись до мое плечо. Рядом со мной наш коллега по сцене, очень талантливый певец Александр Иванов. На второй фотографии я выделила нас в красной кружочке. Я в центре, а она с краю в нежно-голубом платье. Выступление мое с этой фотографией вы уже видели, а ее выступление, к сожалению, не нашла с того концерта. Уехав из своей республики, заниматься в Америке тем, что мне нравилось, совсем не было времени, возможности, ибо на плечах были двое детей, которых нужно было поднимать на ноги на новом месте. Все изменилось, когда мне уже исполнилось за 50, и когда мне такие возможности наконец-то предоставил мой настоящий муж Джерри. Он не только поддерживает меня во всех моих начинаниях, но и учит мой родной марийский язык и поет в дуэте вместе со мной. Он американец, водитель-дальнобойщик. Мы с ним вместе, и нашим творчеством мы также занимаемся в грузовике по всей Америке. Мы с ним соединили наши сердца в осмысленном возрасте и для себя решили, что нас делает счастливым. А самую первую песню «Миллион алых роз» на марийском «Миллион локома» я записала в апреле 2021 года. И тогда я себя на марийском языке как исполнителя назвала Эльвира Попова-Кугуракша, то есть Эльвира Попова-старшая. Таким образом дала людям знать, что там есть и помладше, ну или же помоложе. Ну, к сожалению, некоторые, не вникнув в написанное, похоже, обрушились на младшую Эльвиру Попову в Мариэл, обвинив ее в ужасном произношении и пропевании марийских слов. Больше всего там был укор на мой американский акцент, который я приобрела, живя здесь свыше 20 лет. За 20 с лишним лет Эльвира Попова-младшая достигла определенного успеха. Она заслуженная артистка Республики Мариэл и не только. Если бы я все еще жила там, то, возможно, что-то бы было и у меня. Но я для себя и своих детей выбрала иную дорогу жизни, чему сегодня я нисколько не пожалела. Само пение мне дает удовольствие, и записывая песни на родном марийском языке, получается, что основные слушатели национальности Мари, которые проживают не только в Республике Мариэл, а вообще по всему миру. Поэтому, как исполнитель, чтобы не было путаницы, теперь же я добавила к своей девичьей фамилии Попова фамилию Гамильтон, по-английски Хэмилтон. Конечно, сделала я это не по чьей-то указке или просьбе, а потому что мой муж, мистер Джерри Хэмилтон, по-русски Гамильтон. Казалось бы, на этом все, но теперь я хочу вам открыть вторую часть моего видео.
Имея собственный YouTube-канал, выпуская видео, я скажу, что я сама себе режиссер, и продюсер, и редактор, и корректор, и модератор, и так далее, и тому подобное. И я также самый первый человек, кто производит анализ каждого моего видео. Работая на платформе YouTube, я должна следовать всем правилам, которые есть. И тут я не только говорю про авторские права песен, авторские права видео. Здесь абсолютно все. Поэтому я также не позволяю себе грубость или неуважение по отношению к любому человеку, но и даже чью-то грубость по отношению к моим подписчикам, друзьям моего канала. С такими людьми я прощаюсь и обрываю любую связь. Тем более, что в наш технический век это очень легко сделать. Несколько раз я проводила живой эфир, где гостем моего эфира был наш друг Дмитрий. Он тоже национальности мари и живет в Калифорнии. Безусловно, как владелец собственного канала и на правах ведущей подкаста, я не только слежу за собой, но и за гостем. Почему? Потому что первый, кто отвечает, это владелец канала. Поэтому, если мне что-то не нравилось, то я немедленно поправляла своего собеседника. Вы сможете в этом убедиться, посмотрев мои прямые эфиры с Димой, но теперь уже в записи. То есть, если вы главный редактор какой-то газеты, то вы в ответе за всю газету и за все то, что пишут корреспонденты вашей газеты. И если что-то не так, первым кому приходится отвечать за все содержание? Кому? Это главному редактору. Так или нет? Есть у нас в Республике Мариэл интернет-журнал с названием «Унагуду». Мой примерный перевод – это «гостиничная», где каждый четверг по вечерам проводят встречи с разными известными или же неизвестными людьми разных сфер. И все это транслируют в прямом эфире через социальные сети ВКонтакте. Вообще, мне, живущей в Америке, сама эта идея открытия подобного интернет-журнала сошлась очень по душе, ибо много хорошего в этом я увидела. Во-первых, мне это нравится как сторонница марийского языка, ибо даже живя 21 год в Америке, я сумела сохранить свой родной марийский язык. Коли и Америкашта илмингат, май ашкемен мари елмем арален коденам. И не только. Я приобщаю своего мужа, американца, ранее я уже сказала, к марийскому языку. И у других сторонников марийского языка через интернет-журнал Унагуда также есть возможность окунуться в красоту собственного родного языка. Тем более, что на сегодняшний день изучающих и говорящих на родном марийском языке заметно спало. Во-вторых, через эту интернет-страницу можно узнать очень много полезного относительно о нашей традиционной марийской культуре, о религии, о нашей марийской национальной кухне, что, в общем, для меня это тоже важно, ибо, живя в Америке, я также делюсь своей культурой, нашими песнями и танцами с окружающими меня друзьями, американцами и не только. Если вы поглубже познакомитесь с моим творчеством на YouTube, все, о чем я говорю, вы сможете увидеть. Также делюсь нашей национальной кухней, то есть то, что делают они в Мариэл, я по-своему, но близко. То же самое делаю в Америке. При этом использую все три наших языка – английский, русский и родной марийский иногда. Плюс, слушая живую марийскую речь, мне, живущей далеко от родины, это также помогает для сохранения языка. Так вот, как я сказала ранее,
интернет-журнал проводит разные встречи. И на одной из таких встреч была встреча с заслуженной артисткой Республики Марий Эл Эльвирой Геннадьевной Поповой. На этой встрече был задан вопрос Эльвире от известной марийской поэтессы Зои Михайловны Дудиной. Вопрос был следующего характера, что есть еще одна Эльвира Геннадьевна Попова Гамильтон, живущая в Америке, и не родственники ли мы? Вообще, Зоя Михайловна не близко, но знакома со мной. А плюс, как сказала впоследствии сама, то есть другая Эльвира Попова, что Зоя Михайловна и она родственники. И я удивилась интересу Зои Михайловны через именно эту онлайн-передачу, ибо она могла адресовать лично мне этот вопрос и узнать или спросить свою родственницу. Но чтобы не гадать, я сама лично ее через переписку Зою Михайловну спросила, почему она задала Эльвире этот вопрос, что побудило сделать это. И она мне ответила, что когда-то я делилась с ней, Зоей Михайловной, собственным мнением об Эльвире. Я, сказать, удивилась и спросила, когда же это было и что было мной тогда сказано. Она ответила, что это было в начале 2000-х, и мое отношение к Эльвире было доброе, как отношение старшей сестры к младшей. Это был как бы разговор о женской дружбе, о стихах, о песне. Наш разговор сохранился в моем архиве. А в принципе, знаете, другого и не могло быть, потому что было время, когда Эльвире была нужна помощь во временном жилье, и наша семья тогда с радостью и пониманием предоставили ей это. Как полагается помогать старшей по отношению к младшей. И ответ был, что теперь, используя возможность Зои Михайловны, захотелось узнать мнение Эльвиры обо мне через этот прямой эфир. Если, конечно, через этот интернет-журнал было желание показать огромнейшей аудитории национальности Марии, что Эльвира Попова и Эльвира Попова Гамильтон два разных человека, то можно было это сделать как-то по-другому. И на короткий вопрос, не родственники ли мы, Эльвира вспомнила нашу первую встречу и ответила больше, чем ее спросили. Сделала она это в собственной для нее манере. Она охарактеризовала меня со словом «койшан-койшан». Это слово происходит от корня слова «коеш». Если перевести на русский язык, то это характер или же поведение. И слово «койшан» можно трактовать по-разному, то есть смотря в каком контексте. Сказать честно, в этот момент я порадовалась за Эльвиру из Марий Эл, что, чувствуя свободу слова в Марий Эл, она может открыто говорить про Эльвиру из Америки. Хотя я помню, что это слово означает, я все равно обратилась за экспертным разъяснением лингвистам марийского языка. И разговаривая с разными лингвистами, и не только, они мне объяснили это все по-разному. Там была и легкомысленная женщина, там было, что человек, который любит выпендреж, выпендривается. Там было, что этот человек, который высокого мнения о себе, с гонором. А в каком контексте Эльвира говорит, я поняла, но поняла и еще раз повторяюсь, что прозвучало в манере, присущей только ей, Эльвире Поповой-младшей. Вот маленькая часть, а полностью сможете посмотреть в ВК на страницах этого журнала. Впрочем, там на марийском языке. Когда я спросила Алену, а почему вы, Алена, не переспросили ее, Эльвиру, что она имеет в виду, или не уточнили, или исправили, Алена мне ответила, что в словах Эльвиры она не услышала ничего такого. Ну что ж,
Залезть в чужие головы я не могу, но я точно знаю, что говоря, каждая из них проносили свои слова через свое сердце, а потом ум, а потом эти слова были озвучены. А слово не птица, скажешь и не поймаешь. Одно и то же слово можно сказать, знаете, совершенно по-разному. И по-разному можно это трактовать. За каждые наши слова и поступки раньше или позже мы все отвечаем перед Всевышним, но и перед человеком, кого мы иногда стараемся так или иначе задеть. Как бы я поступила на месте Алены, я уже ранее сказала, что, имея свой YouTube-канал, иногда провожу подкасты вместе с Димой, где мы тоже говорим на разные темы. Но при этом я, как хозяйка канала, как ведущая, как модератор, слежу за всем и стараюсь, чтобы всем было комфортно. Конечно, я бы на месте ведущей Алены попросила своего собеседника уточнить, что конкретно имеется в виду значение вот этого вот всего сказанного. Койшан, койшан. Хотя для кого-то это ничего не произошло, а кто-то, в общем-то, задумывается. Если бы такое случилось на моем YouTube-канале, и мне бы высказали свои претензии, как я сделала это Алене, то я бы и извинилась, тем более, если человек сказал. Признание своих ошибок и извинения – это, знаете, удел сильных людей. Мы все ошибаемся. Все мы во всем разного уровня, по-разному воспринимаем жизнь и происходящее. Разговор с Аленой шли по переписке в течение 6-7 часов на марийском языке и к общему консенсусу, к общему результату. И в итоге мы не пришли ни к чему хорошему. Каждый остался при своем мнении. Я, к сожалению, не смогла ей объяснить разницу личного отношения слова «койшан». То есть Алена сказала, что если бы кто-то ей так сказал, то она была бы рада и счастлива. Но здесь идет речь не о личном отношении, а о введении бизнеса в интернет-сообществе. Вся наша переписка сохранена в наших архивах. В общем, Эльвира Попова, живущая в Мариэл, немного переборщила с ответом, и Эльвире из Америки пришлось убрать ее из своего завещания. Друзья, а вы что думаете? Должен ли автор, ведущий программы и особенно прямого эфира следить за выступлением гостя и поправлять при необходимости? Пишите, делитесь своим мнением, но всегда помните об уважении к себе и к другим. Не забывайте ставить лайки или же дизлайки, распространяйте это видео. Кто еще не подписался на мой YouTube канал, подписывайтесь. И будьте здоровы и счастливы. С вами была Эльвира из Америки. И на будущее, слыша чье-то имя, не старайтесь делать скоропалящий вывод, ибо где-то живет или даже живут несколько людей с совершенно одинаковыми именами. Например, в Америке мужчин с именем моего мужа Джерри Хэмилтон свыше 200. И, кстати говоря, если вы в Гугле или же в Яндексе поищите Эльвиру Попову, и Google, и Яндекс выдаст достаточное количество Эльвир Поповых. И также не надо загружать свои мозги той информацией, от которой вы не станете умнее, ну или богаче и счастливее. Живите собственной жизнью, жизнью собственной семьи, детей, внуков, не углубляясь в чужие проблемы и отношения. Yıltaşlak atemum şunida, şkindan şunamajdam şarıza, no te godem idamunde, вес айдемам пагален возаш. Лайкам, али дизлайк марметам шындаш идамунде. Шарыза, кемейн YouTube каналашкам возалтын олган, возалца. Тажа, да пиалан лиза. Тиндандыне,
Кугуракша, але Эльвира Попова, Гамильтон, Америка Члин. Вескана Марта.